Всем привет! Ой, как хорошо на улице-то, если бы вы знали, а? Сидишь в помещении, в бездвижении, не двигаешься. Никакой физической нагрузки нету, легкие не работают. Дышать нечем. Ё-моё! А вот вышел вечером, сейчас у нас 6 часов. Погода вообще шикарная. Шикарная погода. 7 градусов. Я смотрел на термометре сейчас. 7 градусов. И вот такая красота. Воздух чистый, свежий. Вообще, конечно, шикардос, шикардос. Ой, гулять надо, выходить надо, люди, не сидите дома долго. А то у вас от сидения там болезни начнут всякие приходить. Ну и, конечно, чрезмерно гулять тоже не надо. Вот эта вот степень чрезмерности, она вообще не нужна. То есть надо все в меру. Все в меру делать. Слушайте, а что за здесь какие-то шины? Для чего они нужны? Собачек выгуливают. Вот я понял здесь. Смотрите, вот на этом озере выгул собак, поэтому вся вот здесь вот этот весь лед, весь снег в собачьих следах. Ну, естественно, кроме того, что они здесь гуляют, они еще здесь где-то гадят. Собаки. Ух ты, а тут горка, смотрите, такая. Уже у нас с горок вон катаются, смотрите. Оба! Вот так вот. Видали, да? Уже с горок катаются. Ой, слушайте, вот все-таки хорошо, что сегодня, кстати, 4 ноября, праздник. Праздник у нас с вами. Всех с праздником. Что за праздник-то, я уже не помню. Раньше помню, 7 ноября праздник был. Вот это был праздник. А сейчас что-то за праздник какой-то придумали. Кто-то там придумал. И вот типа празднуем 4 ноября, выходной день. Как празднуем, непонятно. Но вообще-то я 4 ноября был, вот когда этот праздник только организовали, ну, первый раз, я был в Москве в этот год, 4 ноября. Ну и был выходной день, я пошел на Красную площадь, там охотный ряд, знаете, да, и, короче, я смотрю, а там вот исторический музей, кто знает, да, есть, смотрю, туда большая-большая очередь. Вот со стороны там, где памятник маршалу Жукову на коне есть, да, вот там вход, и смотрю, большая очередь туда. А я спрашиваю, а что такое? А говорят, сегодня в честь праздника, вот 4 ноября, бесплатный вход в исторический музей. А я думаю, ничего себе, халява же, ё-моё. Ну и это самое, тоже там, ну не знаю, минут 20 отстоял в очередь, ну попал бесплатно. Тут, кстати, тоже горка. Вот тут катаются. Ну уж такая поменьше как бы. Здесь вот переход. И попал бесплатно. Причем зашел я туда. Ой, ё-моё, смотрите, тут что-то текет, что ли. Или еще не замерзло. Так, тут надо осторожно. Смотрите. Или что-то сюда вытекает, стекает. Короче, попал я туда 4 ноября. Значит, халявно в этот исторический музей. Зашел, разделся, там же гардероб, сами понимаете. 4 ноября там в Москве прохладно уже было в те времена. Ну и чувствую запах такой, знаете, вот кофе. Кофе такой запах приятный, как от кофемашины. Ой, я думаю, что такое? Короче, прохожу, а там кофе, и чай, и блины дают, все бесплатно. Представляете? Какой год это был? 2005 что ли год? Ну там надо посмотреть.
Короче, вот такие дела у меня были. На такое халявное как бы посещение. Исторический музей очень, кстати, интересный. Там 3 или 4 этажа. Вообще надо туда, конечно, обязательно идти. Там столько экспонатов вот про историю России. Там все, вот, ну как краеведческий музей. Представляете? А потом, по-моему, там даже сделали еще вот на первом этаже драгоценности. Там золотые какие-то, выставка золотых не изделий, а вот этих древних золотых изделий, короче, исторических. Вот смотрите, здесь есть такая. И там вообще, конечно, походишь, столько там всего интересного. Так что вот кто бывает в Москве, а вот смотрите, вот она текет, речка. И на Красной площади бывает хоть один денек раз в жизни там сходите в исторический музей, посетите. Билеты, в принципе, туда недорогие, там для пенсионеров, соответственно, детей там какие-то скидки или, может, даже бесплатно для льготников. Поэтому рекомендую всем. Так, а куда я зашел-то? Как я пройду? Я ничего не понял. Тут дорога у нас интенсивная. Мне надо вообще-то вот на ту сторону. Вот я хотел попасть в свою копейку. Потому что продукты у меня кончились. Совсем кончились. Надо подкупить. Так, а вот здесь вот пролазят. Но я здесь не пролезу, честно говоря. Так. Ну а до этого 4-7 ноября отмечали. Ну это вообще был шикарный праздник. Это был целый. Ну тут, слушайте, я только собачьи следы вижу. Придется мне, видать, вот сюда подниматься. Сюда подниматься. А до этого был 7 ноября. Вот это вообще был супер праздник. Там парад, шествие было. Кто помнит. А потом там вообще весело, конечно, проводили времена. И, по-моему, даже 2 дня было выходных. 2 дня выходных, потому что один день давался, собственно, на праздник. В праздник люди выпивали. Сами понимаете, не без этого. Раньше хорошо так выпивали. А вот тут, смотрите, скверик какой-то есть. О, машины ездят. Посмотрим вот на этот скверик новый. Здесь вот лавочки стоят. Люди выпивали, как говорится, 7 ноября, знаете, ну, даже на работе выпивали, там, то все накануне, да, и 7 это выпьешь, а 8 на работу тяжело идти, поэтому 8 ноября тоже был выходной день. Так, это что такое? На этом месте будет установлен памятник землеустроителям Якутии в честь 250-летия землеустройства в Якутии. Вот такой вот. Короче, это камень. Здесь будет памятник. Забронировали место, чтобы никто не занял. Понимаете, да? Это вот как на курорте, когда вы приезжаете в Турцию куда-нибудь. Там лежак с утра занимаете, стелите туда, встаете там в 5 утра или в 4, бежите на пляж, лежак полотенчиком своим, камушками закладываете. Типа он ваш забронированный. О, так. И вот здесь вот такая вот, что это такое? 250 лет землеустройства в Якутии. И вот такой вот орнамент интересный. Что тут написано? Растера, земли, озера, реки, долины. Растительность, земли, озера, реки, долины. И вот на этой стене вот такая вот композиция. Конституция 2020. Сохраним свою культуру. Вот. Кстати, смотрите, вон ресторан «Крыша», как интересно, там наверху. У них, видать, на крыше сидят, что ли, там какие-то гирлянды у них. На Новый год там вообще елку ставят. Представляете? Да, вот, значит, и отмечали, получается, 7-8 числа, 2, по-моему, выходных дня было. Также 1 и 2, по-моему, 2 выходных дня было. Чтобы люди могли бы как бы выпить и на следующий день, ну, тяжело же, да, на работу идти. Вот людям давали возможность нормально отдохнуть. Вот, смотрите, 2 собаки. Девочка с собаками.
Собак, да, у нас дофига опять развелось. Их вообще чипируют, но, наверное, должно меньше становиться, я так думаю. Чипируют, кастрируют, там, вакцинируют. По идее, должно быть меньше. Но они все равно. Много людей, собак просто выкидывают на улицу. И те пополняют. А эта вакцинация, их отлов не так часто происходит. Вот, смотрите, вроде бы сегодня выходной день праздничный, а машин тут все равно хватает. Это вот оттуда с Жата аэропорта едут транспорт. Ну что, переходим. Время у нас 15 секунд, 16 дается. Поэтому топаем быстрее. Топаем быстрее. Так, мне рука замерзла, слушайте. Надо уже какие-то перчатки такие взять, которые вот позволяют с телефоном, со смартфоном, они какие-то специальные с металлизацией или там позволяют просто этими перчатками надетыми управлять экраном. А обычные так не подойдут, короче, перчатки. Поэтому вот эти вот я где-то видел, они продаются относительно недорого, рублей за 300. Но они тоненькие, они, конечно, не спасут от холода, когда уже будет холод у нас сильный, там градусов за 20, они уже точно не спасут. Ну а сейчас пока вот минус 5, минус 7, минус 10, в принципе-то нормально. В них можно. Так, своя копейка. Вот она. Здесь дофига народу. Ну, сейчас, не знаю, удастся там, нет, мне поснимать что. Сейчас пройдем туда. Кстати, здесь какой-то сделали магазин распродаж и продают тут всякие разные штуки. Вот что такое. Такой типа маленький котел. Еще это стоит. Интересные всякие штуки. Вот что такое. 5000 рублей. Золотые. Обалдеть. Какие-то штуковины, украшения. Часы песочные. Ух ты. Нормально. Вот так их переворачиваешь. 3-минутные. И они это самое в обратную сторону. Песок сыпят. Так, что еще с праздниками что-то здесь? Это для праздника. Так, а здесь все носочки, всякие штуки, нитки. Это химия. Это работает. Гели, бальзамы для рук. Полоскиватель для рта, кстати. Ну, ничего себе, смотрите, такая большая, 89 рублей стоит, 500 миллилитров. Рот-то полоскать надо. Здесь что у нас? Я недавно такую искал, 49 рублей. Всего такой мусорник. Сетка для ковра. Вот что. Салфетка бамбуковая. Дома с бамбукой. Это для мытья пола, микрофибры, швабры. Так, всякие штуковины для кухни, ванну, да? Для посуды держатели.
Цены, в принципе, самые высокие. Смотри, не очень. Выдержу меру. Так. Ну, ёршики продают. Правда, не золотые, обычные ёршики. Ну, 219 рублей вот такой ёршик. По-моему, недорого, что ли. Вот есть подороже. Ух ты, даже вантус есть. Вантус — это штука такая, которая это прочищают. Понимаете? Канализацию, если она у вас шланги. Этот мягкий, кстати, мягкий. Насадка, накладка. Эти продаются. Смотрите, целиком готовый комплект. Набор для душа. Вот. Не надо, сюда идите. Так, дальше такой насос. Вантус вакуумный. Вакуумный. Так высасывает он, что ли? Что им высасывать? Понятно. Еще как-то такое есть. Это всякие штуки. Здесь у нас полотенчики по 69. Акция 15 ноября. А это что такое? А это бамбуковая салфетка. Такая вот, куда-нибудь на стол положить. Набора. Светло. Надо поставить. Для кулинарки такие штуки продают. А это под эти набор формочек под кексы. Одноразовые. Короче, ладно. Вот этот магазинчик. Удар по ценам. Видали, да? Второй этаж, если что-то там. Это сразу не буду подниматься. Перепись населения, кто не знает, кто не прошел. Ой, далее, где можно переписаться. И выходим. Не стал я там снимать, это в этом продуктовом я уже снимал. Эти цены уже понятные, что тут недешево как бы. Поэтому ой, пойдем просто погуляем. Погуляем. Ой, не. Что-то какие-то люди в какой-то форме. Батей меня называют. Мясной двор вот здесь, кстати. Сырная лавка у нас. Вот у кого есть, хочет мясо натуральное, типа, может сюда зайти. О, кстати, зайти. Сейчас сюда. Молодые же стоят там, попрошайничают, ё-моё. Лапушка 455 чир, 1469. Обувь 819, 920, теща 780, кита 1118. Так, еще мясо. Свинина 330, говядина 370. Передняя часть 420, там еще 470. Смотри, корм для собак есть. Оленина есть, да? А, вот 400 рублей, да? 380. Ага, понятно. 400 рублей это будет. Надо будет
Кровяная колбаса 550 рублей. Харка. Печень говяжья. Фарш из оленины даже есть. Мясо перепелиное 260 рублей. Ого. Караси кобейские 200 рублей. Нормально же продают. Карась кобей 260 рублей. Гибирка 120. Здесь что у нас? Это мясопродукты, да? 420, 430 домашние котлеты. А это пельмени, да? 397 килограмм стоит. А вот и северные соленины пельмени есть. Представляете? Якутские пельмени с жеребятиной. Якутские 440 за килограмм. А что ферец? Ну, здесь сыры. Сыры. Белково-жировой продукт. Голландский 371. Наверное, не натуральный, да? А вот Маздам 1174. Дам Гауда 724. Такие цены. Продукт без заменителя молочного жира. Посмотрели, вздохнули, что денег мало в кошельке взяли. Я говорю, такие надо пухлые кошельки брать, где много-много бумажек шелестящих. Тогда вы себя будете чувствовать очень хорошо, сможете по таким магазинам ходить, явства разные покупать. Ну а поскольку пустовато, то мы просто зашли как музей, посмотрели и вышли. Ну вот это улица Дзержинского. Кто хотел знать, как уехать в аэропорт, вот туда вот. Можно даже пешком. За полчаса вы зайдете запросто до аэропорта, даже пешком. Ну, там, у кого груза нету, чемоданов, конечно. Хотя тут ездит большое количество автобусов. И туда доехать вообще элементарно. Проезд у нас, сколько уже, 30 рублей, по-моему, да? Если вы платите наличкой, по карте, по-моему, 30, а я вот плачу что-то 25 рублей. Я и беру проездной билет, и вот там скидка дается уже. Ну, а если вот сюда идти дальше, да, и вот здесь улицу свернуть, то вот здесь много там магазинов будет разных. От мяса, где продают колбасы, вот там Скиф, пожалуйста. Там фирменный магазин якутского гормокомбината также. И вот хлебокомбинатовский фирменный магазин. И вот отдельно там магазинчик яйца птицефабрики якутской. Ну а с этой стороны здесь промтоварные, они сейчас не работают, конечно. Вот здесь вот чебоксарский трикотаж. Потом вот российско-белорусский трикотаж. Представляете? Российско-белорусский трикотаж. Это как? Я знаю, белорусский есть, а? Чтобы вот белорусско-российский был, я даже не знаю. Так, здесь что? Опять трикотаж. Ну, то есть здесь что-то вот какие-то обновки, там одежку такую недорогую можно приобрести. Ну и здесь вон какая свинка шикарная. Значит, здесь можно купить шашлычок. Вот это Скиф магазин. Ну, а здесь вот для любителей выпить ремикс у нас. Пожалуйста, он работает до 8 часов, поэтому успевайте вовремя затариться. Хотя, конечно, сейчас
вот в эту эпоху коронавируса не стоит напиваться, потому что все-таки алкоголь, он убивает, действует отрицательно и на иммунитете, поэтому лучше поберегитесь. Если хочется выпить, то совсем чуть-чуть надо, чтобы не было вот этого потом отравления, интоксикации алкогольной, чтобы... Потому что, понимаете, вот в основном у нас болезни когда? После праздников. Потому что люди перепивают, переедают, все это не в меру. И получается, что они собственный организм-то травят. И потом начинаются разные желудочные болезни, гастриты, колиты, язвы проявляются после вот этих всех праздников. А здесь у нас, Прага, что, ресторан как в Москве. Представляете? Так, а это что, уже не работает, что ли? ГМЗ. Похоже, он не работает. Да? Сейчас вот человек туда зайдет, не зайдет, мы посмотрим. Если он туда зайдет, значит работает, то можно было мороженого купить. А, все, закрыли. Зато работает вот здесь Скиф. Сейчас уже поздно, они, по-моему, сегодня праздничный день, еще тем более 4-е. Сказки Туймады. А вот там еще мясо опт. Есть мясо оптом, какой-то магазин. Я даже туда никогда не ходил. То есть, в принципе, вот сейчас, если у вас есть балкон или большой такой холодильник, да, вот видно, да, мясо оптом, вы можете тушку сейчас прикупить и положить ее. Сейчас уже плюсовая температура не будет, поэтому смело можно ее держать, в принципе. И частями заносить в течение всей зимы. Зима длинная, только вот в марте потепление будет у нас. Ну, а это здание вот бывшего, или сейчас даже, это хлебокомбинат. Так, ладненько, все, зашел я в такие дебри вам показать, немножко поснимать. Ладно, все, всем пока. Было приятно с вами пообщаться. С праздником, Днем Единения, да, 4 ноября сегодня. Всем пока.